Ледоход на главной водной артерии республики начался, а значит и навигация не за горами. Судоходная компания «Алроса Лена» готова приступить к выполнению поставленных задач. Команды укомплектованы, суда отремонтированы. Все подробности у Сергея Всюкова. Конец апреля и флотилия компании «Алроса Лена» уже под парами. На отдельных дежурных судах объявлено вооружение. Пришла пора заключительного этапа судоремонта и ввода плавсредств в эксплуатацию. Экипажи судов укомплектованы личным составом. На сегодняшний день происходит последний этап подготовки. Это подготовка в техническую, сдача в техническую готовность и в дальнейшем эксплуатационную. А накануне в марте-начале апреля все экипажи, как и положено, прошли дополнительное обучение и необходимый инструктаж. Также компанией проведены все операции по заключению договоров, ценовой политике и другим процедурам, составляющим основу будущей грузопереработки. Ее объемы уже известны, и они почти на 100 тысяч тонн меньше прошлогодних. На навигацию 2015 года компания планирует завести для нужд светлых нефтепродуктов в объеме 105 тысяч тонн, сухогрузов в объеме 240-250 тысяч тонн. Снижение объемов, как объяснили специалисты, связано прежде всего с успешной логистикой компании в 2014 году и изменениями в номенклатуре груза. Теперь в связи с использованием клинкера снизились объемы поставок цемента. А этот материал всегда был наибольшей частью грузооборота. Так что в этом году завоз не должен вызвать каких-либо осложнений. Тем более, когда в составе флота «Алроса Лена» появились новые суда. В прошлом году мы приобрели буксирный теплоход проекта Р-33 и 3 баржи тысячетонной грузоподъемности. В настоящее время они готовятся и будут введены в эксплуатацию в навигацию 2015 года. Это увеличит объемы перевозок собственным транспортом и снизит, соответственно, издержки на привлечение судов других компаний. Что же касается уровня воды, то в этом плане погода на стороне флотоводцев. Предварительные долгосрочные прогнозы пока не сулят неприятных сюрпризов в поведении реки в течение всей навигации.